Я слышал, что человек считается мусульманином, если у него правильная акида, то есть вера в Аллаха и Его единство и минимум знаний о Нем. Второе, вера во всех посланников и Мухаммада в частности, и минимум знаний о них. Вера в ангелов и минимум знаний о них. Вера в Писание и минимум знаний о них. Вера в судный день и минимум знаний о нем. Вера в предопределение и минимум знаний об этом. Это так. Или человек будет считаться муслимом тогда, когда просто произнесет шахаду. Вопрос номер 2. А если мы не слышали, что человек произнес шахаду, или в соответствии с тем, какой будет ответ на вопрос номер 1, мы не знаем его акиду, но видим, что он совершает намаз, можем ли мы считать его муслимом? То есть по одному лишь намазу можем ли мы называть человека муслимом? Ведь было сказано в лекциях Хариджитах, часть 2, 39 минуте 49 секунде, что о каждом мы судим потому, что мы видим открыто, а открыто для нас то, что он делает намаз, мы видим, а сокрыто то, что он произнес шахаду, или сокрыто акида, мы не слышали. Касательно первого вопроса. Иман, который человек, когда принимает ислам, считается условием того, что человек должен произнести шахаду, приняв ее сердцем и уверовав в это. Как сказал имам ат-Тахави в своей книге «Акида ат-Тахавия», «Валь иман кауль биль-лисан ва тасдику биль-джанан». Иман заключается в том, что человек произнесет слова шахады и уверует в это своим сердцем. Это основа. Затем иман подразумевает под собою обязательные 6 столпов, которые перечислены в этом. Вера в Аллаха, вера в посланников, вера в ангелов, вера в Писание, вера в судный день, вера в предопределение. Любой, кто отрицает хотя бы одну из этих вещей, зная о том, что это является обязанностью и частью имана, этот человек не относится к мусульманам. Это прямой куфр. И ученые обязаны объяснить ему, если же он отказывается это делать, дальше принимать истину, то на него выносится такфир. То же, что касательно человека, который принял ислам недавно и не знает всех этих положений, он находит оправдание перед Аллахом, иншаллах, по причине своего джахля. То есть он принял ислам недавно и еще не успел узнать об этом, даже если он скончался и не знал про то, что вера в предопределение является частью имана, то этот человек, иншаллах, найдет свое прощение у Аллаха. Но это происходит в результате двух. Когда человек только недавно принял ислам, и у него нет больших познаний об этом. Или же второе. Человек считает себя мусульманином, но живет настолько далеко, что не имеет возможности получить знания об этой религии. Поэтому изначально человек, который засвидетельствовал шахаду и принял это сердцем со всеми своими условиями и со всем смыслом, мы считаем его мусульманином, иншаллах. Почему? Потому что нам не было приказано раскрывать их сердца и смотреть на то, что таит в себе нутро их груди. Теперь мы переходим ко второму вопросу. Если мы не знаем его акиду, но видим, что он совершает намаз, можем ли считать его муслимом? Да, человек, который совершает намаз, мы можем считать его муслимом. По причине того, что даже если мы не знаем его акиду, мы не обязаны подходить к нему и спрашивать: знаешь, брат, вот мы не знаем, считать ли тебя мусульманином, давай ты расскажешь нам про свою акиду. Нету такого положения по шариату. Это условие ввели в свое время такфириты, для того, чтобы оправдывать свой такфир на всех. Все, кто не с нами, все являются кафирами. И мы можем считать мусульманином только того человека, в чьей акиде, в чьем вероубеждении мы убеждены. Аузу билля, это слова такфиритов. И мы считаем человека мусульманином. Из того, что мы видим, он совершает намаз. Из того, что мы видим, он дает нам салям. Из того, что мы видим, он соблюдает приказы Аллаха. И это слова шейхуль ислам Ибн Таймии. В своей книге Маджму аль-Фатава, где он пишет об этом, мы судим о человеке потому, что видим открыто от него. То есть, мы видим то, что этот человек находится с нами. О том, что он засвидетельствовал, он говорит шахаду, то, что он читает намаз. На нас не лежит обязанность спрашивать его: скажи нам свою акиду перед тем, как мы будем считать тебя мусульманином. Или же скажем, что ты мушрик. И только лишь один Аллах знает лучше. وإيمانا بمن رحماته تحيي القلوب ثقة وإيمانا